Уважаемые друзья, поздравляю вас с проведением фестиваля конкурса казачьей культуры. Как известно, это единственная культура, которая распространена по всей Российской Федерации. Казаки издавна были на передовых рубежах защиты своей родины. И как приятно, что и в нашей республике существуют коллективы казачьей культуры. В этом году было много участников, хотя фестиваль проводился в онлайн-режиме. У нас это 16 творческих коллективов из 6 районов нашей республики. От всей души хочу поблагодарить всех участников нашего фестиваля. И Республиканский дом народного творчества взял на себя обязательство выпустить буклет с коллективами казачьей культуры, которые находятся в нашей республике. Он буквально за месяц-два будет выпущен и доведен до всех коллективов, которые занимаются казачьей культурой. И еще раз благодарю всех участников, желаю всем творческих успехов и дальнейшего продвижения культуры на российский и региональный уровень. Председатель жюри Николай Николаевич Терютин, специалист Республиканского дома народного творчества, почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия, отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия, учитель учителей Республики Саха-Якутия. Члены жюри: Ольга Ивановна Жиркова, специалист Республиканского дома народного творчества, отличник образования Республики Саха-Якутия. Ирина Андроновна Егорова, руководитель народного ансамбля русского танца «Ярилов день» и народного ансамбля эстрадного пения «Сюрприз». Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия, обладатель почетного знака «Гражданская доблесть». Анастасия Титовна Амосова, специалист Республиканского дома народного творчества, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Жанна Николаевна Жиркова, специалист отдела народного творчества Республиканского дома народного творчества, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Диплом лауреата 3-й степени Республиканского фестиваля конкурса казачьей культуры «Казачье наследие-2021» и сертификат на сумму 5000 рублей присуждается группе казачьего танца «Зырянка», муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Маяк», городской округ Жатай», руководитель Лена Анатольевна Иванова. Диплом лауреата 2-й степени Республиканского фестиваля конкурса казачьей культуры «Казачье наследие-2021» и сертификат на сумму 10 000 рублей вручается сводному хору села Алекминское, муниципальное бюджетное учреждение «Сельский дом культуры имени Иникеевой», село Алекминское, руководитель Николай Валерьевич Иванов. Не открою тайну вам я человечества, про родимую сторону, про отечество, про святую нашу Русь, про единую, и про веру нам, славяне, сердцу милую. Есть молитва
лауреата первой степени Республиканского фестиваля конкурса казачьей культуры и сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается вокальному трио «Кружева», ансамбль «Спутник», ансамбля народной песни «Волюшка», муниципальное казенное учреждение, Центр культуры, поселок Пеледуй. Руководитель Анастасия Александровна Гришина. Шел казак на побывку домой, домой. Шел он лесом дорогой прямой, обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Диплом победителя Гран-при Республиканского фестиваля конкурса казачьей культуры «Казачье наследие-2021» и сертификат на сумму 20 тысяч рублей вручается ансамблю казачьей песни «Люба», муниципальное казенное учреждение культуры, Ленский историко-краеведческий музей, руководитель Любовь Викторовна Алексеева. За высокие за курган по степи стелил туман. Добрый день, уважаемые коллеги! Подведены итоги дистанционного республиканского конкурса фестиваля казачьей культуры «Казачье наследие-2021», которые посвящены 385-летию города Алекминска, столетию Якутской АССР и 800-летию Александра Невского. Основной целью фестиваля является сохранение самобытной казачьей культуры, поскольку будущее нашей страны зависит от того, каково его подрастающее поколение. Всего в конкурсе участвовали из 5 районов и поселка Жатай. Это Нижнеколымский, Алекминский, Алданский, Ленский и Вилюйские районы и поселок Жатай. В составе жюри работали специалисты Республиканского дома народного творчества и заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, руководитель ансамбля «Ярилов день» Ирина Андроновна Егорова. К сожалению, из представленных работ я могу сказать, что таких ярких коллективов не было. Испокон веков казаки являются воинственным, смелым народом, да? И они это отражают в своих танцах и песнях. Вокальных коллективов сопровождение, если было бы живое, да, тогда очень хорошо бы это смотрелось. И надо петь акапельно и под живое сопровождение. Казаки всегда отражали свою воинственность, свою смелость в своих танцах. В танцах казачьих доминировали мужчины. И, конечно, вот из представленных танцевальных номеров мужских танцев я не увидел, но в следующем году, в следующем конкурсе, я надеюсь, что мы будем судить такие цельные, хорошие, традиционные танцы и песни. А руководителям хочу отметить, что надо бережнее относиться к казачьей культуре, изучить их быт и нравы. Всем желаю дальнейших успехов, здоровья и процветания. Спасибо.
Сегодня мы посмотрели работы, представленные на суд жюри Республиканского фестиваля конкурса казачьей культуры «Казачье наследие». На этот конкурс были представлены несколько работ из наших улусов республики. Конечно же, отрадно, что коллективы занимаются казачьей культурой, изучают казачью культуру, но мне бы очень хотелось посоветовать всем хореографам, так как я представляю хореографию, плотнее заняться изучением танцевальной культуры казачьей, потому что обязательно нужно знать тот регион, который вы представляете, нужно знать традиции, истоки казачьей культуры, прежде чем начинать постановку танца. Конечно же, нужно изучить музыкальный материал и сделать более интересный музыкальный материал для постановочной работы. Нужно изучить костюм, нужно изучить традиции. Это в первую очередь. Это должен быть танец, не набор движений, элементов там, из русского танца. Да? И если мы ставим казачий танец, то, конечно же, должны преобладать и характер исполнения казачьего танца, и движения из казачьего танца. Для этого, конечно же, надо очень-очень много читать, очень много получать мастер-классов. Пожалуйста, приезжайте, например, к нам в ансамбль «Ярилов день». Мы тоже занимаемся казачьей культурой, постановкой казачьих танцев, и мы обязательно поможем в этом. Казачья культура очень многогранна, очень интересна. Погружение в нее должно быть на 100%, если, конечно, мы хотим показать этот регион, то есть показать эту культуру. Была представлена еще на конкурсе фланкировка. Это, конечно, очень отрадно, что и дети занимаются этим видом искусства. Это очень интересный вид искусства, и хотелось бы, конечно, ребятам пожелать в этом большого продвижения, больших достижений. Это очень редко, кстати, у нас здесь в Якутии занимается вот этим видом, да? Но это очень хорошо использовать как раз в постановочных работах. Это всегда украшение для танца. Мне очень хотелось бы пожелать всем плодотворной работы, очень хотелось бы пожелать искать, очень хотелось бы пожелать работать над этим и приезжать на конкурсы, выставлять свои работы, чтобы в следующий раз мы могли бы увидеть такие интересные постановки, достойные постановки, чтобы зритель, увидев вас, мог бы сам заинтересоваться, приходить на ваши концерты, смотреть, а самое главное, узнать еще больше о казаках России. Спасибо большое.